Историко-этнографические очерки Шалвы Иналапы под названием «Садзе» рассказывает о судьбе народа. И эта книга была издана в 1995 году. Там были определенные ошибки и нуждались в исправлении, переиздании. А сейчас же эта книга переиздана. Теперь она выглядит вот так. Само содержание этнографических очерков Садзе, конечно же, осталось неизменным. Ошибки, о которых идет речь, в большей степени грамматические. Где-то неправильно набрана фраза, где-то пропущено пропуски. Но торопились, в то время было очень трудно издать тоже. Садзе – первое в своем роде монографическое исследование этнической истории, этнокультурных контактов и всех сфер бытовой культуры народа. Практически ни одну современную научную работу по абхазоведению нельзя представить без цитирования трудов Шалвы Денисовича. Книга имеет большое значение для истории Абхазии, не только Абхазии, но всего Закавказья. И она недаром сопровождается работой Слава Чиригба об абхазском, садском диалекте абхазского языка с его говором, потому что именно языковые лингвистические данные дают особую опору заявлять о том, что это субэтнос абхазского народа, не абазинского. Историю народов Кавказа углубленно изучают в Абхазском госуниверситете. Не так давно при историческом факультете был создан музей-лекторий. Среди множества изданий по истории и этнографии очень недоставало книги о садзах. Представители компании «Аквафон» преподнесли в дар университету 20 таких книг. Переиздание книги Садзе – это личная инициатива генерального директора компании «Аквафон» Алхаса Юрьевича Аргун. Алхас Юрьевич обратился с предложением помощи в издании к Мире Константиновне. И вот около года велись работы по подготовке издания. И благодаря труду Миры Константиновны монография выдающегося ученого, можно сказать, что обрела новую жизнь. И инициатива «Аквафон» в лице ее генерального директора – это реальный вклад в сохранение работ выдающегося ученого Абхазии Шалвы Денисовича Иналапы. Для студентов и не только это, несомненно, бесценный подарок. Вот у нас на руках книга Иналапы «Садзе» переиздана благодаря Аквафону. Книга, которая необходима для студентов, историков, не только студентов, вообще для нас всех историков. В этом читальном зале АГУ, где в различных отделах представлены книги для студентов разных факультетов, бережно выложены и экспонаты, находки студентов исторического факультета. Это результат кропотливых практических занятий. С уверенностью можно сказать, что подрастает поколение, неравнодушное к своей истории. Компания «Аквафон» намерена продолжить проект по изданию книг об истории Абхазии и Кавказа. Асида Мали, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.